Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего урока – основы нейронной сети. Биологический прототип нейрона. Первой попыткой создания и исследования искусственных нейронных сетей считается работа Маккаллока и Питца – логическое исчисление идей, относящихся к нервной деятельности, в которой были сформулированы основные принципы построения искусственных нейронов и нейронных сетей. И хотя эта работа была лишь первым этапом, многие идеи, описанные в ней, остаются актуальными и на сегодняшний день. Искусственные нейронные сети индуцированы биологией, потому что они состоят из элементов, функциональные возможности которых аналогичны большинству функций биологического нейрона. Эти элементы можно организовать таким образом, который может соответствовать анатомии мозга. И они демонстрируют большое количество свойств, которые присущи мозгу. Например, они могут учиться на основе опыта, могут обобщать предыдущие прецеденты на новые случаи и выявлять существенные особенности из входных данных, которые содержат избыточную информацию. Центральная нервная система имеет клеточное строение. Единица – нервная клетка, нейрон. Он состоит из тела и отростков, которые соединяют его с внешним миром. Отростки, по которым нейрон получает сигнал, называются дендритами. Отросток, по которому нейрон передает сигнал, называется аксоном. Причем аксон у каждого нейрона один. Дендриты и аксон имеют довольно сложную ветвистую структуру. Место соединения аксона нейрона, источника сигнала с дендритом, называется синапсом. Основная функция нейрона состоит в передаче сигнала из дендритов в аксон, но сигналы, которые поступают из разных дендритов, могут влиять на сигнал в аксоне. Нейрон выдаст сигнал, если суммарный сигнал превысит некоторое предельное значение, которое в общем случае меняется в некоторых границах. В противном случае на аксон сигнал выдан не будет. Нейрон не ответит на этот сигнал. У этой основной схемы много осложнений и исключений, однако большинство нейронных сетей моделирует именно эти простые свойства. Нейрон имеет следующие основные свойства. Принимает участие в обмене веществ и рассеивает энергию. Меняет внутреннее состояние со временем, реагирует на входные сигналы, формирует выходные воздействия и поэтому является активной динамической системой. Имеет множество синапсов, контактов для передачи информации. Существует два подхода к созданию искусственных нейронных сетей. Информационный подход. Безразлично, какие механизмы лежат в основе работы искусственных нейронных сетей, важно лишь, чтобы при решении задач информационные процессы в нейросети были подобны биологическим. Биологический. При моделировании важно полное биоподобие, и для этого необходимо детально изучать работу биологического нейрона. Интенсивность сигнала, который получает нейрон, а следовательно и возможность его активации, сильно зависит от активности синапсов. Каждый синапс имеет длину, и специальные химические вещества передают сигнал вдоль него. Один из самых авторитетных исследователей нейросистем Дональд Хэп высказал постулат, что обучение состоит в первую очередь в изменениях силы синаптических связей. Например, в классическом опыте Павлова каждый раз непосредственно перед кормлением собаки звонил колокольчик, и собака быстро научилась связывать звонок колокольчика с пищей. И синаптические связи между участками коры головного мозга, ответственными за слух, и слюнными железами усилились, и при сигнале коры звуком колокольчика у собаки начиналось слюноотделение. Таким образом, будучи построены из очень большого числа совсем простых элементов, каждый из которых берет взвешенную сумму входных сигналов, и в случае, если суммарный вход превышает определенный уровень, передает дальше двоичный сигнал. Мозг способен решать чрезвычайно сложные задачи. Как работает нейронная сеть? Алгоритмы, обучение, функции активации и потери.
Нейронная сеть – это попытка с помощью математических моделей воспроизвести работу человеческого мозга для создания машин, обладающих искусственным интеллектом. Искусственная нейронная сеть обычно обучается с учителем. Это означает наличие обучающего набора, который содержит примеры с истинными значениями, тегами, классами, показателями. Неразмеченные наборы также используют для обучения нейронных сетей, но мы не будем здесь это рассматривать. Например, если вы хотите создать нейросеть для оценки тональности текста, датасетом будет список предложений, соответствующими каждому эмоциональными оценками. Тональность текста определяют признаки, слова, фразы, структура предложения, которые придают негативную или позитивную окраску. Веса признаков в итоговой оценке тональности текста – позитивный, негативный, нейтральный – зависят от математической функции, которая вычисляется во время обучения нейронной сети. Раньше люди генерировали признаки вручную. Чем больше признаков и точнее подобраны веса, тем точнее ответ. Нейронная сеть автоматизировала этот процесс. Искусственная нейронная сеть состоит из 3 компонентов: входной слой, скрытые вычислительные слои и выходной слой. Обучение нейросетей происходит в 2 этапа. Прямое распространение ошибки, обратное распространение ошибки. Во время прямого распространения ошибки делается предсказание ответа. При обратном распространении ошибка между фактическим ответом и предсказанным минимизируется. Прямое распространение ошибки. Прямое распространение. Зададим начальные веса случайным образом. W1, W2 и W3. Умножим входные данные на веса для формирования скрытого слоя. H1 равняется в скобках x1 умноженное на W1 плюс в скобках x2 умноженное на W1. H2 равняется в скобках x1 умноженное на W2 плюс в скобках x2 умноженное на W2. И H3 равняется в скобках x1 умноженное на W3 и плюс в скобках x2 умноженное на W3. Выходные данные из скрытого слоя передаются через нелинейную функцию, функция активации, для получения выхода сети. Y нижнее подчеркивание равняется fn в скобках h1, h2, h3. Обратное распространение. Суммарная ошибка вычисляется как разность между ожидаемым значением y из обучающего набора и полученным значением y нижнее подчеркивание, посчитанное на этапе прямого распространения ошибки, проходящих через функцию потерь. Частная производная ошибки вычисляется по каждому весу. Эти частные дифференциалы отражают вклад каждого веса в общую ошибку. Затем эти дифференциалы умножаются на число, называемое скоростью обучения или же learning rate. Полученный результат затем вычитается из соответствующих весов. В результате получатся следующие обновленные веса. W1 равняется W1 минус производная ошибки, деленная на производную W1. W2 равняется W2 минус производная ошибки, деленная на производную W2. W3 равняется W3 минус производная ошибки, деленная на производную W3. То, что мы предполагаем и инициализируем веса случайным образом, и они будут давать точные ответы, звучит не вполне обоснованно, тем не менее работает хорошо. Если вы знакомы с рядами Тейлора, обратное распространение ошибки имеет такой же конечный результат, только вместо бесконечного ряда мы пытаемся оптимизировать только его первый член. Смещение – это веса, добавленные к скрытым слоям. Они тоже случайным образом инициализируются и обновляются так же, как скрытый слой.
Роль скрытого слоя заключается в том, чтобы определить форму базовой функции в данных, в то время как роль смещения – сдвинуть найденную функцию в сторону так, чтобы она частично совпала с исходной функцией. Частные производные. Частные производные можно вычислить, поэтому известно, какой был вклад в ошибку по каждому весу. Необходимость производных очевидна. Представьте нейронную сеть, пытающуюся найти оптимальную скорость беспилотного автомобиля. Если машина обнаружит, что она едет быстрее или медленнее требуемой скорости, нейронная сеть будет менять скорость, ускоряя или замедляя автомобиль. Что при этом ускоряется, замедляется? Производные скорости. Разберем необходимость частных производных на примере. Предположим, детей попросили бросить дротик в мишень, целясь в центр. Теперь, если мы найдем общую ошибку и просто вычтем ее из всех весов, мы обобщим ошибки, допущенные каждым. Итак, скажем, ребенок попал слишком низко, но мы просим всех детей стремиться попадать в цель. Тогда это приведет к следующей картине. Ошибка нескольких детей может уменьшиться, но общая ошибка все еще увеличивается. Найдя частные производные, мы узнаем ошибки, соответствующие каждому весу в отдельности. Если выборочно исправить веса, можно получить следующее. Гиперпараметры. Нейронная сеть используется для автоматизации отбора признаков, но некоторые параметры настраиваются вручную. Скорость обучения. Learning rate. Скорость обучения является очень важным гиперпараметром. Если скорость обучения слишком мала, то даже после обучения нейронной сети в течение длительного времени она будет далека от оптимальных результатов. Результаты будут выглядеть примерно так. С другой стороны, если скорость обучения слишком высока, то сеть очень быстро выдаст ответы. Получится следующее. Функция активации. Activation function. Функция активации – это один из самых мощных инструментов, который влияет на силу, приписываемую нейронным сетям. Отчасти она определяет, какие нейроны будут активированы, другими словами, и какая информация будет передаваться по следующим слоям. Без функции активации глубокие сети теряют значительную часть своей способности к обучению. Нелинейность этих функций отвечает за повышение степени свободы, что позволяет обобщать проблемы высокой размерности в более низких измерениях. Функция потери – loss function. Функция потерь находится в центре нейронной сети. Она используется для расчета ошибки между реальными и полученными ответами. Наша глобальная цель – минимизировать эту ошибку. Таким образом, функция потерь эффективно приближает обучение нейронной сети к этой цели. Функция потери измеряет, насколько хороша нейронная сеть в отношении данной обучающей выборки и ожидаемых ответов. Она также может зависеть от таких переменных, как веса и смещение. Функция потерь одномерна и не является вектором, поскольку она оценивает, насколько хорошо нейронная сеть работает в целом. Некоторые известные функции потерь. Квадратичное, среднеквадратичное отклонение, кросс-энтропия, экспоненциальное, расстояние Кульбака-Лейблера или прирост информации. Среднеквадратичное отклонение – это самая простая функция потерь и наиболее часто используемая. Она задается следующим образом. Функция потерь в нейронной сети должна удовлетворять двум условиям. Функция потерь должна быть записана как средняя. Функция потерь не должна зависеть от каких-либо активационных значений нейронной сети, кроме значений, выдаваемых на выходе. Глубокие нейронные сети. Глубокое обучение, Deep Learning, это класс алгоритмов машинного обучения, которые учатся глубже понимать данные. Популярные алгоритмы нейронных сетей глубокого обучения представлены на схеме. Популярные алгоритмы нейронных сетей. Более формально в Deep Learning используется каскад, Pipeline
как последовательно передаваемый поток из множества обрабатывающих слоев нелинейных для извлечения и преобразования признаков. Основывается на изучении признаков, представлении информации в данных без обучения с учителем. Функции более высокого уровня, которые находятся в последних слоях, получаются из функций нижнего уровня, которые находятся в начальных слоях. Изучает многоуровневые представления, которые соответствуют разным уровням абстракции. Уровни образуют иерархию представления. Пример. Рассмотрим однослойную нейронную сеть. Здесь обучается первый слой – зеленые нейроны. Он просто передается на выход, в то время как в случае двухслойной нейронной сети, независимо от того, как обучается зеленый скрытый слой, он затем передается на синий скрытый слой, где продолжает обучаться. Следовательно, чем больше число скрытых слоев, тем больше возможностей обучения сети. Не следует путать с широкой нейронной сетью. В этом случае большое число нейронов в одном слое не приводит к глубокому пониманию данных, но это приводит к изучению большего числа признаков. Пример. Изучая английскую грамматику, требуется знать огромное число понятий. В этом случае однослойная широкая нейронная сеть работает намного лучше, чем глубокая нейронная сеть, которая значительно меньше. Но в случае изучения преобразования Фурье ученик должен быть глубоким, потому что не так много понятий, которые нужно знать, но каждое из них достаточно сложное и требует глубокого понимания. Главное – это баланс. Очень заманчиво использовать глубокие и широкие нейронные сети для каждой задачи, но это может быть плохой идеей, потому что обе требуют значительно большего количества данных для обучения, чтобы достичь минимальной желаемой точности. Обе имеют экспоненциальную сложность. Слишком глубокая нейронная сеть попытается сломать фундаментальные представления, но при этом она будет делать ошибочные предположения и пытаться найти псевдозависимости, которые не существуют. Слишком широкая нейронная сеть будет пытаться найти больше признаков, чем есть. Таким образом, подобно предыдущей, она начнет делать неправильные предположения о данных. Проклятие размерности. Проклятие размерности относится к различным явлениям, возникающим при анализе и организации данных в многомерных пространствах, часто с сотнями или тысячами измерений, и не встречается в ситуациях с низкой размерностью. Грамматика английского языка имеет огромное количество атрибутов, влияющих на нее. В машинном обучении мы должны представить их признаками в виде массива, матрицы конечной и существенно меньшей длины, чем количество существующих признаков. Для этого сети обобщают эти признаки. Это порождает две проблемы. Из-за неправильных предположений появляется смещение. Высокое смещение может привести к тому, что алгоритм пропустит существенную взаимосвязь между признаками и целевыми переменными. Это явление называют недообучением. От небольших отклонений в обучающем множестве из-за недостаточного изучения признаков увеличивается дисперсия. Высокая дисперсия ведет к переобучению. Ошибки воспринимаются в качестве надежной информации. Компромисс. На ранней стадии обучения смещение велико, потому что выход из сети далек от желаемого, а дисперсия очень мала, поскольку данные имеют пока малое влияние. В конце обучения смещение невелико, потому что сеть выявила основную функцию в данных. Однако, если обучение слишком продолжительное, сеть также изучит шум, характерный для этого набора данных. Это приводит к большому разбросу результатов при тестировании на разных множествах, поскольку шум меняется от одного набора данных к другому.
Действительно, алгоритмы с большим смещением обычно в основе более простых моделей, которые не склонны к переобучению, но могут недоучиться и не выявить важные закономерности или свойства признаков. Модели с маленьким смещением и большой дисперсией обычно более сложны с точки зрения их структуры, что позволяет им более точно представлять обучающий набор. Однако они могут отображать много шума из обучающего набора, что делает их прогнозы менее точными, несмотря на их дополнительную сложность. Следовательно, как правило, невозможно иметь маленькое смещение и маленькую дисперсию одновременно. Сейчас есть множество инструментов, с помощью которых можно легко создать сложные модели машинного обучения. Переобучение занимает центральное место, поскольку смещение появляется, когда сеть не получает достаточной информации. Но чем больше примеров, тем больше появляется вариантов зависимостей и изменчивостей в этих корреляциях. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Увидимся на следующих уроках. Спасибо большое за внимание.